Да, у нас направление называется «Качественные продукты». Мы стартовали в феврале этого года, набрали 8 студентов. У каждого студента вот такой вот стенд. Он самостоятельно за ним ухаживает, готовит питательный раствор, борется с всякими болезнями, проводит диагностику растений. Да, вот как вот по внешнему виду можно определить, там, да, болеет растение, не болеет, что-то не хватает ему, там, да, или какие-то там, допустим, вредители завелись. Там. Ну и, конечно же, по результату он кушает клубнику. Она гораздо вкуснее, она очень ароматная. Ну, не знаю, я такую вкусную клубнику никогда в жизни не ел. Ну, у нас действительно вот такая проблема, пока клубника до нас доедет, она там портится, да, еще неизвестно, чем по пути ее обрабатывать, чтобы она не портилась. Вот, и поэтому я предложил такой проект стартовать. Его одобрили, и, кстати, студенты очень такие хорошие подобрались, и мы все вместе вот начали над ним работать. Сначала мы подобрали эксперта, он сам находится в Тюмени, это Сергей Безруких, у него своя сетиферма, он уже почти 3 года выращивает клубнику там, каждый год ежегодно получает 3 тонны клубники. Мы со студентами к нему съездили, посмотрели, как у него все там организовано, да, и начали вот закупать материалы, оборудование, все, как у него полностью все сделали, да. Высадили клубнику мы, получается, в начале июня, и первый урожай мы получили в начале сентября. И вот сейчас вот мы работаем над качеством, да, над размером клубники, над вкусовыми качествами, ну и набираемся опыта. У нас вот такие вот капельницы есть на каждом растении, вот, да, и каждая такая капельница дает около 40 миллилитров в минуту. Ну, система климата у нас автоматизирована, а летом у нас работали 2 кондиционера. Один установлен на 16 градусов, другой установлен на 22 градуса. То есть клубника любит днем потеплее, ночью похолоднее. Но зимой, вот с наступлением холодов, кондиционерами пользоваться нельзя, и, соответственно, у нас мы используем вот приточный воздух с улицы, холодный воздух. Он завязан на автоматику по температуре здесь в помещении. То есть, опять же, днем он загоняет меньше воздуха, чтобы здесь было теплее с улицы, а ночью с улицы он загоняет побольше воздуха, опуская температуру там, до 15 градусов. Вот сейчас мы набираем студентов на 2-й сезон Spark-Lab, и мы планируем заниматься, вообще такой технологии на самом деле в России даже нет. Мы с нашим экспертом долго думали на тему, вот, как сделать более рентабельным бизнес, да, по выращиванию клубники. Вот таким образом, по нашим подсчетам, мы можем увеличить урожайность в 3 раза. Соответственно, и себестоимость клубники упадет, и отпускная цена для покупателей, для жителей города Якутска тоже должна упасть. При организации вот этой фермы, конечно, мы допустили много ошибок, и здесь много что неправильно организовано. И вот во 2-м сезоне, когда будем тестировать новую технологию, все организуем совершенно по-другому, исходя уже из наработанного опыта.